Кожны год до Международного дня без автомобиля Дзяржаўтаінспекцыя Брэсцкай вобласці дорыць жыхарам вобласці розныя інавацыйныя падарункі. На гэты раз велосипедную дорожку по вуліцы Янкі Купалы, якая спецыяльна выдзелена на праезнай частцы пасля рэканструкцыі вуліцы на радасць аматарам здаровага ладу жыцця. Цяпер яны сталі паўнапраўнымі удзельнікамі дарожнага руху. Больш таго, падобныя інавацыі пакуль пілотныя ва ўсёй Беларусі. А Брэсцкая вобласць стала піянерам у гэтым накірунку і па замацаванні падобных праектаў на законодавчым узроўні. И это только початок, лічаць у Дзяржаўтаінспекцыі в области. Дальше мы будем развивать это направление по всей улице Янки Купалы. Перейдем на улицу Пионерскую, улицу Пушкинскую. Впоследствии, в следующем году, мы завяжем логистику таким образом, чтобы можно было из любой части города попасть в любую часть города, не ощущая и не испытывая особых трудностей по преодолению вот этих бордюрных камней, которые высокие, не везде занижены. Мы ставим это в приоритет работы госавтоинспекции по развитию мобильной устойчивости нашего города. Вы знаете, мы все участвуем в проекте Симбио-Сити, город Брест. Мы претендуем на получение определенных грантов. Мы развиваем систему управления дорожным движением в городе. Самі велосипедисты бачаць у реализации подобных проектов у областным цэнтры толькі станоўчы эффект и вельмі задаволены такой увагай да іх захаплення и падтрымцы здаровага ладу жыцця. Родители отправили на работу учиться зарабатывать деньги, и первая покупка была велосипед. Потом при переезде в Брест я передвигался на велосипеде, а теперь он просто необходимость у меня как рабочий вид транспорта. На данный момент изменения очень большие. Надеемся, что дальше будет продолжаться улучшение инфраструктуры. Довольны. Для нас это сегодня действительно праздник. Если дальше будут улучшать, делать кусочек дороги нам хотя бы на проезжей части, тогда будет лучше ездить и велосипедистам, и пешеходам, освободиться эта зона. Что до падтрымки подобных проектов на ўзроўні гарадской выканаўчай улады, то яна таксама ёсць, як і разуменне, что за подобным экалагічным видом транспорту вялікая будучыня. В особенности мэр города, да и вся администрация, никаких проблем нет, идут навстречу. Вы посмотрите, сегодня жилищно-коммунальное хозяйство тоже, только что дождь, не успели переезды в границах перекрестков сделать, такие, скажем так, велосипедные именно артерии, которые позволяют уйти с дороги, потом вернуться на нее специально для велосипедистов, не для пешеходов. Это тоже затратно, но это современно. Поэтому и есть поддержка в дальнейшем в развитии этого движения на следующий год. К 2019 году, к тысячелетию города, мы хотим сделать Брест меккой велосипедной. Юрий Петур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».